Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, выдача кредитов на развитие сельского хозяйства, а также создание рабочих мест в регионах и недопущение как внутренней, так и внешней миграции. Именно такие задачи поставил Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателями РСК банка, АИЛ банка, а также с главами гарантийного и Российско-Кыргызского фонда развития. Президент отметил необходимость и в дальнейшем активно поддерживать предпринимателей и экспортоориентированные предприятия в регионах, финансирования стартапов, выдачи быстрых кредитов посредством цифровых технологий. Какие вопросы обсуждались на встрече и о задачах, поставленных главой государства, расскажет Джибек Шаршенбиева. На встрече главы ведомств рассказали Сооронбаю Жээнбекову о проделанной работе в сфере кредитования сельского хозяйства для развития регионов. Так, глава гарантийного фонда Малик Абакиров сообщил, что в сравнении с прошлым годом фонд увеличил на 173% сумму предоставленных гарантий. Если в прошлом году эта сумма составляла 237 миллионов, то в этом году она увеличилась вдвое, составив 468 миллионов. Наши банки также увеличили предоставление кредита на 156%. Если было 908 миллионов, то стало более 1 400 миллионов сомов. Таким образом, мы помогаем предпринимателям в регионах для развития их бизнеса. Ну а АИЛ банк в год развития регионов и цифровизации страны выравнивает ситуацию с выдачей кредитов, так как первостепенной задачей, поставленной президентом, является не менее 60% финансовых ресурсов направлять на финансирование сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Если в 2018 году 56% финансовых ресурсов уходило на сельское хозяйство, 46% на другие отрасли экономики, то в этом году мы его увеличили, говорит Шамкеев, отмечая, что они будут также финансировать перерабатывающие предприятия в регионах, чтобы сократить как внутреннюю, так и внешнюю миграцию. То вот уже в этом году на 1 августа мы уже до 66% подняли финансирование сельского хозяйства. И в этом направлении будем также продолжать работать. Чтобы их остановить, необходимо на местах создавать рабочие места за счет того, чтобы финансировались проекты по переработке сельхозпродукции, по выращиванию конкурентоспособной сельхозпродукции. Особое внимание он обратил на то, чтобы финансировали предприятия, которые ориентированы на экспорт сельхозпродукции. Вот такие основные задачи поставил президент. На сегодня со стороны Российско-Кыргызского фонда развития одобрено порядка 2000 кредитов на общую сумму 368 миллионов долларов, отметил Эркин Асрандеев. Сейчас фонд в пилотном режиме запустил отдельные программы стартап-финансирования в Баткенской, Таласской и Нарынской областях для начинающих предпринимателей. На каждую из областей выделено по 10 миллионов. Наибольший объем финансирования направляется в Орскую, Жалабатскую, Чуйскую области. Баткен, Талас и Нарын, у них объемы меньше, конечно, но, вот как я уже сказал, мы работаем над тем, чтобы по специализированным программам увеличить там объем финансирования. Недавно мы приняли решение о снижении процентной ставки для субъектов малого и среднего бизнеса по сомовым кредитам. Изначально эти кредиты предоставлялись по 12% годовых, потом позапрошлом году мы снижали до 10%, и вот последним решением фонд снизил до 9% по приоритетным отраслям. Я думаю, что в целом это должно повлиять на банковский сектор. Мы можем смотреть статистику за последние 3-4 года. Среднеизвешенная процентная ставка и по сомовым кредитам, и по долларовым кредитам в среднем снизилась где-то на 5-6%. РСК банк старается профинансировать проекты в регионах, нежели в городе, говорит председатель Азизбек Омуркулов. Также наряду с этим он рассказал и о работе, которая проводится в банке по цифровизации. Он заявил, что банк запустил приложение, с помощью которого можно, не выходя из дома, оплачивать налоги, штрафы и другие платежи. Например, налоги можно оплатить с комиссией только 1 сом. И можно оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения и других этих, не выходя из дома. Я думаю, это был большой шаг с нашей стороны тоже в области цифровизации. Кроме этого, ведется колоссальная работа в рамках интеграции с Тундуком, где, вы прекрасно знаете, мы банки очень тесно взаимодействуем с системой ГРС, с нотариальными конторами. И идет сейчас работа по оптимизации вот этой бумажной работы.
Финансирование проектов сельского хозяйства, а именно по переработке сельхозпродуктов, направленных на экспорт, не только создаст рабочие места в регионах, но и поднимет экономику страны. Глава государства призвал руководителей финансовых учреждений большую часть ресурсов направлять именно в регионы. Ведь развитые регионы – залог успешного развития страны в целом. Жибек Шашенбиева, Нурдан Гарбеков, Пирамида.